Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. Итак, этот год в Татарстане объявлен годом научно-технологического развития. Такую задачу поставил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Задача понятна – развивать науку во благо социально-экономического развития Татарстана и достичь того самого технологического суверенитета. Вот насколько это возможно, как сегодня наука работает в сфере бизнеса, об этом говорим с нашими гостями. Я с удовольствием представляю. Сегодня с нами Игорь Маратович Давлетбаев, директор по науке компании «Бионоватик». Здравствуйте. Добрый день. Я первый раз слышу, Игорь Маратович, что существует такая должность, как директор по науке. Тем более не в каком-то ведомстве, не в каких-то госорганах, да, а абсолютно в бизнесе. Насколько, когда это все появилось и почему эта должность была внедрена? Появилось это в нашей компании с первого дня ее образования. Появилось это не случайно. Дело в том, что область, в которой мы работаем, это биотехнологии, это сельскохозяйственные биотехнологии, чрезвычайно наукоемкая. И основным коммерческим преимуществом нашей компании является не какое-то супертехнологичное, высокотехнологичное производство, а именно технологичное в динамике, что оно постоянно развивается. И если мы хотим идти на шаг впереди конкурентов, мы должны иметь свою науку, именно прикладную науку, и постоянно ее развивать, потому что конкуренты наступают на пятки, особенно западные. Особенно западные. Об этом мы еще поговорим, и с импортозамещением, и с технологическим суверенитетом в том числе. Но вы же ведь кандидат технических наук. Да? В области биотехнологий. Насколько сегодня вы, как кандидат технических наук в области биотехнологий, чувствуете себя очень востребованным? Таким, не золотой ли век науки наступает? Нет такого ощущения? Что как никогда жить хорошо сегодня? Очень хороший вопрос, очень такой своевременный. В 1994 году, когда я поступал на специальность биотехнологии, заведующий кафедрой говорил, что биотехнология – это наука 21 века. И вот последние 2 года, лично я, как биотехнолог, как технарь, как технический специалист, очень ярко, очень сильно это почувствовал. Предложения по новым направлениям, по смене места работы каждые 3-4 месяца. Так, это говорит о том, что престиж, но здесь скорее, ученых сегодня. Не ученых. Не ученых. Именно прикладных технологов, прикладных ученых, которые занимаются не теоретическими изысканиями, не освоением давно мы к бюджетных этому, средств, именно прикладной науки. Прикладная наука, да, именно прикладная. Но при этом вы сейчас, ваша компания один из резидентов индустриального парка «Химград», технополиса, «Химград». Вы производите микробиологические препараты 3-го поколения для защиты и питания растений. Вот как объяснить вообще, что вы делаете для рядового татарстанца, обывателя, который сейчас смотрит программу? В чем фишка? Да, в чем фишка? Условно, это наша придумка, это наша идея, наша теория такая о том, что мы выпускаем препараты именно 3-го поколения. 1-го поколения, когда люди не знали, что такое микроорганизмы, условно говоря, сбраживали навоз, не зная, какие там процессы происходят, удобряли землю, да. Навозом землю не испортишь, да, урожай все равно будет. Да, не зная глубоких механизмов, что там происходит. Следующим этапом начали изыскивать те микроорганизмы и выявлять их какие-то целевые свойства, допустим, фиксировать атмосферный азот и делать его доступным для растений, или нападать на вредных насекомых и уничтожать их, так называемые энтомопатогенные грибы. Это началось в 30-е, 60-е, 70-е годы. То есть это все еще советская эпоха? Да, это условно мы назвали микробиологические препараты 2.0. 3.0, когда мы уже сюда подтянули современные молекулярно-генетические методы, тот же метагеномный анализ, когда мы подтянули методы математической обработки с использованием современных вычислительных методов, мы стали более глубоко понимать механизмы работы микроорганизмов, более глубоко копать, научились выявлять те микроорганизмы, которые мы раньше даже и не знали о их существовании, а также в более прогнозируемых условиях выращивать высокочистые культуры с применением тех же фармацевтических стандартов. Это мы называем поколение 3.0. Ну вот давайте на принципе клубнички, клубники объясним. То есть в 30-е годы росла у людей клубника, они там, я не знаю, навоз, использовали. Потом, в 60-е годы росла, они использовали 2.0. Но сегодня точно так же растет. Вот что в этой клубничке-то изменилось за все это время при применении вот таких других препаратов? Ботаники называют это земляникой. Хорошо, пусть будет земляника. Да. Что изменилось?
Ну, во-первых, появились новые данные, новые сведения о применяемых химических средствах защиты растений. Да? Там есть так называемые сроки ожидания. То есть после момента применения химических средств защиты растений, через какое время эту продукцию можно есть. Так вот, у химических средств защиты растений она обычно в районе 30 дней. То есть, если вы обработали землянику, через 30 дней вы имеете возможность ее есть. Но это нереально. Потому что она испортится за это время. 30 дней она просто не лежит. Вот. Многие вредители, которые на ней паразитируют, это прежде всего фитопатогенные грибы, приспособились к тем химическим средствам, которые сейчас... используют долгое время, да? Да, именно химическим. Поэтому единственная альтернатива – это биология на данный момент вот, по конкретной культуре. Замена именно химических средств защиты растений на биологические. Этим самым мы что делаем? Убережем урожай, получим его там чище, больше. У нас есть большие опыты применения по именно землянике. Мы получим, во-первых, повышение урожайности, повышение качества урожая. Это органолептические показатели. Да, как ни странно, химические средства защиты растений делают землянику такой вот, как мы ее называем, пластмассовой. Химические средства. Это самые невкусные зимние земляники. Химические средства защиты растений. Некоторые из наших клиентов отмечают, что ту землянику, которую они обработали биологией, раскупают гораздо быстрее и охотнее. Сроки хранения после применения химических препаратов 2-3 дня. Дальше она теряет товарный вид, портится, вот эта вот склизкость появляется. С биологией 7, 9, 10 дней. Интересно. То есть в этой ситуации вы, конечно... То есть работаете на рынке агропромышленного комплекса, но насколько, вот я понимаю, что бизнес убедить в том, что это круто, это здорово. А могут ли, заинтересованы ли обыкновенные труженики села для своих огородов использовать новые технологии? Это вообще надо или не надо? Или это исключительно таких больших промышленных масштабах? Труженики села для своих огородов вы имеете в виду крупных сельхозпроизводителей? Да. Ну, то есть для своих полей или вот для частных производителей хозяйств? Вот для частных. Это вообще им интересно? Или это намного дороже? И нет смысла этим заниматься, и буду удобрять навозом, как всегда, как делали мои прадеды и прабабушки. Да, очень хороший вопрос. Да, действительно, частные приусадебные хозяйства, или личные подсобные хозяйства, ЛПХ, как это называется в официальных документах, и общепринятое название, в ЛПХ заинтересованы в применении биологических средств защиты растений, поскольку люди наслышаны, сейчас очень большой доступ к информации есть, те же вот, YouTube и прочие у нас есть средства массовой информации, которые показывают и рассказывают о вреде химических средств защиты растений. Люди с удовольствием переходят на биологические. Проблема здесь в том, что люди, которые занимаются ЛПХ, не имеют профессионального образования в области агротехнологий. И поэтому зачастую применение идет неправильное. И от этого негативные уже отзывы о биологии. Вот. Здесь наша задача, и ваша, прежде всего, как средств массовой информации, моя как непосредственно ученого, прикладного ученого, это донесение правильной информации, это обучение людей. Вот это, помните, избитая фраза «химией травят, да, пестициды всякие и так далее». То есть я понимаю, что мы этот век, в общем-то, прошли, и, по идее, сейчас нужно просто объяснить людям, что есть некие другие биотехнологии, которые, в принципе, безопасны. Что? Вот какая ключевая характеристика? Что мы даем? Они безопасны для окружающей среды, безопасны для людей, более дешевы, но требуют больше практических знаний и больше теоретических знаний для их применения, потому что применение их сложнее. Но они ни в коем случае не заменяют полностью химические средства защиты растений и питания. Они их дополняют и по возможности, там, где это только возможно, их устраняют полностью. Полностью устранить, допустим, минеральные удобрения невозможно. Потому что если растение вытаскивает из почвы питательные вещества, то нам нужно их восполнить, там как-то внести. И в данном случае микробиология не вносит их туда, ну, за исключением азота, конечно. Вот. Поэтому мы должны внести минеральные удобрения, но с применением биологических средств защиты и питания растений мы сможем внести их меньшее количество, увеличить коэффициент их использования и не допустить превращения тех же аммонийных соединений во вредные нитраты и не допустить их накопления в этой продукции. Интересно, несколько лет уже у нас происходит мор пчел.
Мы все время говорим о ядохимикатах, которые используются при обработке, да, фермерами. Это повышенного класса опасности, насколько я понимаю, да? То есть там рапс обрабатывается, еще что-то, какие-то поля. Вот в этой ситуации мы чем-то можем заменить ядохимикаты из тех технологий, которые сегодня предлагаете вы? Это один из самых ярких примеров, когда биологические средства защиты могут полностью заменить химические средства защиты без вреда окружающей среде. То есть пчелы умирать не будут? Пчелы умирать не будут. Есть такой класс соединений, называется инсектициды. Они есть химические, есть биологические. Так вот, химические инсектициды, это как химическое оружие сплошного действия. Они уничтожают вредные и полезные насекомые без разницы. Как антибиотик, короче говоря. Если по отношению к человеку. Хуже, как напалм. Понятно, хорошо. Вот, они уничтожают всех, и полезных, и вредных насекомых. И у них есть сроки ожидания. То есть после их применения может быть сноса от ветра, унести на пасеку, на несколько километров бывает сносит. Есть после действия, то есть обработали поле, табличку не увидел пчеловод, привез туда ульи, пчелы улетели, прилетели, все, мор начался. Биологические средства защиты растений основаны на безопасных для пчелах микроорганизмах. Это могут быть бактерии, грибы, вирусы, либо продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые никак не влияют на пчел, но в то же время уничтожают целевой объект. Просто они, условно говоря, натренированы под уничтожение вредного насекомого. Остальных не трогают. Замечательный выход из ситуации. Просто лет 5, по-моему, эта проблема и по стране, и в Татарстане в том числе фиксируется. В прошлом году были опять несколько таких случаев. Но еще, в Татарстане решили эту проблему в Агросиле. Они применяют биологические средства. Ну, потому что у них тоже были в свое время и такие же проблемы. В конечном итоге они пришли к другим технологиям. В одном из интервью вы сказали, что аграрное сообщество в большинстве своем перейдет на рельсы бережливого сельского хозяйства. Это к вопросу, что смогут ли биопестициды заменить химические препараты защиты сельскохозяйственных растений. Когда это произойдет? Сколько для этого надо? И будет ли это считаться такой некой революцией для вас, как ученого в этой области? Вы знаете, здесь, наверное, будет не революция, здесь будет, наверное, скорее я бы применил термин эволюция. Дело в том, что в сельхознаправлении люди чрезвычайно консервативны. Многие считают то, что было 1000 лет назад, хорошо и сейчас. И очень тяжело переходят на что-то новое. Вот на моей практике, на моем примере, для того, чтобы убедить сельхозпроизводителя хотя бы частично заменить химические средства защиты растений на биологию, уходит 3-5 лет. То есть это не революция, это больше эволюция. И более того, многие сельхозпроизводители не верят ни чьему опыту, кроме своего. Поэтому... Это такой крестьянский менталитет, да? Это такой код генетический, похоже. Нет? Да. И это, с одной стороны, это можно назвать отрицательным качеством, с другой стороны, это стабильность и поступательность движения. Так, наверное, и должно быть. Но эта ментальность помогает выживать при любых условиях, да? В принципе, содержать хозяйство, либо большие комплексы. Да, все верно. То есть, в принципе, это такая сила характера, но и такая некая устойчивость к современным технологиям. Такой становой хребет любой страны. Он не должен постоянно лаврировать, как лодка. Много ли, в принципе, сегодня таких разработок в России, ну и насколько эта эволюция движется где-то по ряду направлений, может, 7-мильными шагами? Вы знаете, мое такое мнение. В 60-е, 70-е годы, когда пошел расцвет развития этих биотехнологий, именно развитие средств защиты и питания растений, на Западе, прежде всего, возможно, ввиду большого количества денег, они сделали ставку больше на химические средства защиты растений. Появились крупные химические концерны, разработка новых действующих веществ, а разработка нового действующего вещества в химии занимает 10 лет и стоит примерно 200-300 миллионов долларов. Поэтому в данный момент появляется 1, 2, может быть, 3 химических вещества новых в год. Это очень дорогостоящая вещь. В Советском Союзе, в ряде других стран, на Кубе, в Индии, видимо, в результате нехватки развития средств, возможно, это и вложения в науку были, может быть, недостаток средств, очень широко начало развиваться именно
направление по биологическим средствам защиты растений. Организовалось большое количество институтов, коллекций микроорганизмов, большое количество исследований. У меня есть многие коллеги, ученые, которые ездят на Запад и рассказывают им вещи, которые обыденны для нас. Они уже давно исследованы, а они делают круглые глаза и говорят, а разве так можно было? Для них это открытие. И так получилось, что с развитием науки химические средства защиты растений оказались очень вредны. То есть новые данные появились, новые методы, поэтому перерегистрация, кстати, действующих веществ каждые 10 лет идет, потому что новые данные появляются об их токсичности. Взять тот же глифосат, когда его открыли, все радовались. Сейчас все понимают, что он вызывает рак. Его начинают запрещать. Все переходят на биологию. И, как ни странно, ввиду того, что мы были отставшей страной, мы неожиданно, с учетом наших исследований, стали одни из ведущих стран. Наши советские еще разработки, наши коллекции микроорганизмов, наши наработки на сегодняшний момент очень актуальны. Они находятся на острие науки. И сейчас мы пересматриваем их просто с применением современных методов анализа появившихся. Те же с молекулярной генетикой и так далее, и так далее. Мы сейчас в этой области, наша страна, я считаю, что точно в лидирующих позициях. Еще обозначить, что наша страна в этой сфере достигла своего суверенитета. Да, все верно. Если коротко, это звучит так. Как ни странно, но биологических средств защиты растений импортных у нас практически нет. Каким образом в вашей компании вы разрабатываете, производите? Что происходит? Кто работает? Я так понимаю, что, в общем-то, ученый вы там не один ученый, да? То есть это большая группа, большая команда. Каким образом все это разрабатывается? Каким образом происходит производство продуктов? Да. Очень хороший вопрос. Постараюсь на него ответить покороче. Чем занимается наша компания, чем мы занимаемся? Мы занимаемся скринингом, то есть первичным отбором перспективных кандидатов. Делаем это либо сами, выездные радиальные экспедиции, запущенными образцами и так далее, с растений отбираем необходимые микроорганизмы. Либо пользуемся готовыми, уже ранее выделенными, многие еще с советских времен, коллекцией микроорганизмов и их исследований. Далее мы определяем их свойства, если это еще не сделано. И самое главное, отрабатываем технологию их производства. Вот самая основная наша наука – это отработка технологий производства, чтобы у нас получился чистый продукт, без примесей посторонних микроорганизмов, с очень высокой концентрацией микроорганизмов. Если мы возьмем, к примеру, кефир, то в наших микроорганизмах, в наших продуктах концентрация микроорганизмов от 10 до 1000 раз выше, чем в кефире. Такие у нас технологии сейчас. Интересно. Какая команда над этим работает? Наша команда состоит из специалистов, которые мы набрали по всей стране, начиная с Уфы, с Казани очень много. В Казани очень сильная школа биотехнологий, у нас здесь 3 кафедры биотехнологические. Большая часть специалистов у нас именно казанские. Есть ребята с Оболенска, есть потомственные биотехнологи, у которых еще, наш начальник производства, его отец еще занимался разработкой технологий. Династия у вас уже там? Да, династия. Он занимался производством сибирской язвы. А вот сын уже пошел по мирным стопам. Ученый по мирным стопам. Сибирская язва. Удивительно сегодня. Кстати, очень интересные эпитеты, очень интересные подбираете сегодня термины, которые по большому характеризуют ученых. Если так уж смотреть широко, то производство биологического оружия, мы занимаемся тем же, тоже производством биологического оружия, только в мирных целях. Оно может направлено быть для уничтожения людей, а может быть направлено на контроль вредных насекомых. Не на уничтожение полное, а на контроль. Уничтожить все невозможно, можно только контролировать. А так это очень схоже. Принципы и приемы одни и те же. Только цели. Только цели разные, и все-таки мирный путь нам ближе, наверное. Конечно. Мирный путь нам ближе в этой ситуации. Конечно. Но сегодня, в том числе, перед бизнесом стояли задачи по импортозамещению, то есть в условиях санкций, в условиях такой реальной экономики, реальной жизни. Каким образом, в принципе, сегодня вы зависите от зарубежных комплектующих, разработок и так далее, либо вы сегодня вполне автономный, что можете производить от и до без дополнительных закупок? Я могу ответить кратко, сказать, что мы полностью не зависим от каких-то импортных составляющих, полностью автономны. Но недавно мне задавали такой же вопрос, и я подумал, что
В чем у нас оказалась проблема, когда Запад перекрыл нам, я имею в виду в стране нашей, доступ к каким-то своим ресурсам? И вспомнилось только одно. Мы покупаем канистры, в которые разливаем наш продукт. В канистрах есть краситель. Этот краситель шел нам из Германии. И теперь наши канистры чуть менее яркие, чем раньше, потому что они российские. Это вот единственное, что я вспомнил. Все остальное полностью автономно. Сырье мы берем в пределах 300 километров от Казани, потому что все местное. Штаммы все наши, люди наши, оборудование наше. Даже ферментеры, вот это аппараты, в которых мы выращиваем наши микроорганизмы, делаются в России, под Новосибирском. При этом, ну, чтобы, скажем так, стать биотехнологом, сколько вообще, как таковых, действительно, кандидатов, докторов наук, имеющих образование? Вот команда, такой вот мозг. В нашей компании докторов наук нет. Мы пользуемся услугами докторов. Все-таки доктора — это другая каста, и они должны не заниматься вот, развитием производства. Да? То есть, да. Есть такая условная там шкала, я сейчас не помню точно. Один академик обеспечивает работой 100 тысяч человек на его идеях. Один доктор наук — 10 тысяч. Ну, это условные цифры, я сейчас не помню, сколько уже точно. Один кандидат — там 1000 человек. Вот. Условная такая шкала. Так вот, пускай лучше доктора занимаются докторской работой. Это их задача. Наша задача, как производственников, обеспечить их деньгами и постановками задач, потому что мы ближе к полю. Они зачастую витают в облаках и занимаются работой, актуальность которой они вычитали в работах других докторов. А вы уже ученые на земле. А мы на земле, да, вот такие. Что касается кандидатов наук, у нас их больше десятка в компании, и несколько человек из них защитили кандидатской, уже будучи нашими сотрудниками, работая на нас, и защитили по практическим задачам, которые поставила перед ними компания. При этом вся страна переживает дефицит кадров, у нас почти 0% безработицы, то есть это тоже критический для экономики уже в этой ситуации. Каким образом, где набираете кадры? Каким образом выстроена, в принципе, кадровая политика? Тем более, что у вас, на самом деле, специалисты — это штучные, то есть это не просто рабочие профессии и низкоквалифицированный труд. Мой опыт 20-летней работы вот, в практической науке, в практике, показывает, что кадры нужно растить самим. Очень кратко поясню, как это делается. Как я уже говорил, Казань обеспечена кадрами в биотехнологиях очень хорошо. У нас 3 биотехнологические кафедры. Поэтому кадры найти достаточно просто, но кадры не обученные. И как показывает мой опыт, лучше брать необученные кадры, но с хорошим базовым образованием теоретическим, с хорошими знаниями процессов, аппаратов, микробиологии, биохимии, генетики и так далее, если это касается науки. И уже на практике обучать, подстраивать их под себя. Да, это занимает какое-то время, но это в долгосрочной перспективе дает гораздо более значимый и лучший экономический эффект. То есть проблему с кадрами мы решили таким образом. Как это происходит на практике? Например, я преподаю, это как больше такое хобби, пару предметов в Приволжском федеральном университете. Каждый год у магистрантов, выпускающихся уже студентов, каждый год я отбираю 1-2 человек. В общем. Я их сам учу, я сам принимаю у них экзамены, и после этого я отбираю, я в течение года вижу, кто из них что стоит, того или иного сотрудника приглашаю уже поработать к нам. В принципе, вы выстраиваете эту кадровую политику, и понятно, что готовые специалисты просто так не придут. То есть идет все-таки несколько лет, как минимум, отбор, сначала естественный, да, если мы можем говорить так о студентах. Более того, готовые специалисты, они вредны для производства. Почему? Когда вы являетесь специалистом в какой-то области, вам не хватает времени, еще что-то, вам нужен соратник. Вы берете готового специалиста с улицы, высокого классного специалиста, но он приходит со своим мнением. И ваша уже задача, как руководителя, чтобы он шел с вами в одном направлении, а вы тратите силы и энергии на то, чтобы его переучить. Еще и финансы приобретая. Вы сначала его переучиваете, потому что у него свое мнение по каждому вопросу. Вам не нужно его мнение, вам нужно идти в одном направлении. Пускай оно даже немножко неверное, но вы по пути можете скорректировать. А если он идет в одну сторону, вы в другую, вы тратите энергию впустую, вы никуда не движетесь. Поэтому
лучше готовить специалистов под себя. В завершение очень коротко, меньше минуты осталось. Игорь Маратович, в принципе, наука и бизнес нормально существуют? Есть перспективы? Да, конечно. Особенно последние 2 года это очень ярко чувствуется, очень сильно востребовано. И я со многими учеными классическими в университетах разговариваю, они говорят, вот наконец-то теперь появились практически прикладные задачи. И мы их, как производители и как бизнес, постоянно перед учеными ставим. У нас сейчас идет совместный НЕОКР с 6 или 7 институтами. То есть, ну, тогда назовем это золотым веком, золотой эпохой, пожелаем успехов, пусть все реализуется, но и попробовать все-таки изменить нашу ментальность, да, и открыть, скажем так, наши души, головы и чувства новым технологиям, которые все-таки скорее нужно приветствовать. Спасибо большое за интересную беседу, всего доброго, до свидания. Спасибо вам.